Южная Якутия – один из признанных локомотивов социально-экономического развития Республики Саха-Якутия. Нерюнгринский, Алданский и часть Алекминского района входят в территорию опережающего развития. Здесь идет реализация крупных промышленных проектов. Большей частью эти края осваивались уже в советский период, и первые храмы появились только в начале 90-х годов. Но молитва и вера православная пришла сюда намного раньше. История возникновения Нерюнгри связана с освоением богатств Южной Якутии. Нерюнгри первоначально представлял собой поселение из палаток, балков и щитовых общежитий. Оно постепенно выросло до современного города с кварталами многоэтажных домов, со всем комплексом соцкультбыта. В 40-е годы прошлого века здесь было место дислоцирования геолого-разведочной партии. Началом промышленного освоения южно-якутского каменноугольного бассейна стало открытие в 1951 году геологом Галиной Лаксдиной пласта 5-метровый при проведении съемочных работ. В том же году, согласно правительственному решению по ускорению поисков и разведки угольных и железорудных месторождений Юга Якутии, была основана Южно-Якутская комплексная экспедиция, со временем доказавшая высокие возможности Нерюнгринского угольного месторождения. В 1952 году была создана Нерюнгринская геолого-разведочная партия. В сентябре 1963 года на восточном участке пласта Мощный произведена первая вскрыша, а к концу 1967 года поднят первый ковш угля. Начало строительства северной ветки БАМа, линии БАМ-Тында-Беркакит и формирование Южно-Якутского территориально-производственного комплекса в 1975 году открыло новую страницу в истории Нерюнгри. 5 ноября 1975 года поселок был преобразован в город. Нерюнгри проектировался по общепринятым в СССР нормам. Все для комфортного жилья и досуга советского человека. Конечно, храм в городской ландшафт вписан не был. Но ростки веры православной смогли пробиться и здесь. Старейшины города вспоминают, как основали общину в советское время. А мне бабушка говорила, там, где 2 или 3 во имя Господа, там и Господь среди нас. Я давай приехала сюда и давай искать, кто же тут еще, кроме меня, чтобы 2 нас было или 3. Ну и, конечно, нашлись люди, и мне рассказали, что здесь даже намечается общинка небольшая. Было там 5. Вот. И я туда взялась. Привели меня на квартиру к одной женщине. В дальнейшем мы ее избрали своей старостой и начали вместе молиться. Ничего особенного мы не делали, молились. Это было в 1986 году. С 1988 года был официально зарегистрирован приход в честь Казанской иконы Божьей Матери. И в этом же году было выделено помещение под молитвенный дом. Летом 1989 года начался сбор пожертвований для строительства нового храма в городе Нерюнгри. В 1990 году начали завозить стройматериалы, а осенью был вырыт котлован, освящен и также заложен фундамент. С наступлением весны 1991-го началось строительство храма. Оно осуществлялось за счет пожертвований жителей и предприятий города. 4 ноября 1993 года епископ якутский и вилюйский Герман Моралин осветил храм. В 1994 году на его купола были водружены кресты. В последующие годы на территории храма были построены здания воскресной школы, часовня, сторожка и дом церковного притча. Сегодня храм является центром духовной жизни города, его сердцем. Вы знаете, значение храма для города, оно очень большое и очень огромное.
И слава Тебе, Господи, что этот храм у нас в городе есть, что он построенный. Спасибо тем руководителям, которые принимали решения и помощь в строительстве этого храма. Что храм означает для нашего города? Храм – это все-таки символ веры. Веры в будущее, веры в лучшее, веры в людей и веры в Господа нашего Бога. Сегодня храм у нас один из самых красивых храмов, наш Нерюнгринский, Казанской Божией Матери. Мы намерены в нашем городе развивать строительство православных храмов. В скором будущем появится еще один красивый храм. Приход в честь Казанской иконы Божьей Матери – центр нерюнгринского благочиния. Священники нашего храма, они духовно окормляют такие населенные пункты, где нет у нас постоянных священников, как Золотинка, как Иенгра. Периодически мы посещаем отдаленный поселок Хани, где также совершаем богослужение. Такая развернутая работа ведется не только на отдаленных приходах благочиния, но и на производстве. Сегодня часовни выросли на многих карьерах и шахтах Нерюнгринского района. С развитием православия, конечно, меняются люди. У нас стало больше храмов, значит, большее количество людей в храмы приходит. Сегодня практически во всех поселениях выросли церкви. Значит, на промышленных предприятиях тоже построены церкви, куда могут зайти любой человек. Да? И, конечно же, большой-большой плюс от этого, потому что мы понимаем, что эта духовная составляющая нашего общества, она, значит, должна быть, ну, наверное, на очень высоком уровне. На престольный праздник храма, в День народного единства, правящий архиерей Якутской епархии приезжает сюда служить. Казанский храм основывается в период возрождения церковной жизни. 30 лет со дня начала существования первой общины. И весь этот период молитва, духовное воспитание и традиция православная, в том числе и бытовая, возрождалась и становилась главным мотивом жизни горожан. Я с большим удовольствием всегда посещаю Нерюнгри. Мне доставляет радость совершать здесь богослужение, потому что люди, участвующие в богослужении, очень живо и горячо отзываются на призывы к молитве и вместе совершают со мной богослужение. Сегодня Нерюнгри и Нерюнгринское благочиние одно из главных благочиний нашей епархии и по количеству участвующих в церковной жизни, и по храмам, и по той широкой деятельности приходской, социальной, просветительской, благотворительной, которая характерна для полноценной приходской жизни. Казанский храм ведет активную социальную работу в детских домах и интернатах. При храме работает и социальная трапезная, где любой нуждающийся может прийти, обогреться и получить горячий обед. При Казанском приходе открыты и действуют библейско-богословские курсы для взрослых. В составе курсов преподаются следующие предметы: Священное Писание Ветхого и Нового Завета, литургика, изучение богослужения и праздников, история церкви, сравнительное богословие, догматическое богословие. Также действуют курсы церковного пения и семейная творческая мастерская «Журавушки». Для детей действует воскресная школа. Занятия проводятся каждое воскресенье. Все ученики разделены на 3 возрастные группы. При воскресной школе созданы и работают видеотека и аудиотека. Также для прихожан и жителей города работает библиотека храма. Я думаю так, что все-таки воскресная школа не должна быть как обычная школа, в которую дети приходят чисто за знаниями. В этой школе ребята должны, наверное, научиться больше
спокойствии, в вере, осознании того, для чего они живут, а не тому, чтобы приобрести какие-то академические знания. И основная цель, конечно, нашей воскресной школы, чтобы ребята были достойными членами нашего общества. Может быть, когда они вырастут, не обязательно будут или священнослужителями, не обязательно они будут, может, работать в храме, но они будут достойными членами нашего общества. Ну и, конечно, главное, чтобы они нашли дорогу к Богу, дорогу к вере. За годы работы воскресная школа выпустила уже не одно поколение воспитанников. Сегодня они участвуют в православном молодежном движении. Это объединение молодежи, объединение, наверное, по мыслям, по действиям. Это все православные люди, это те ребята, которые хотят донести истинные духовные ценности для молодого поколения. Уже многие выросли, многие уехали из района, многие уже начали строить свои семьи, а многие приходят, уже обновляется поколение этих молодых просветителей, молодых ребят, которые верующие, которые мыслящие и верующие в правильные истинные ценности и готовы передавать свою любовь и добро людям. Приход сегодня наполнен молодежью. Юноши и девушки не мыслят свою жизнь вне храма. Храм, это, я даже не знаю, это душа, это жизнь. Это как бы было всегда и будет всегда. До нас и будет после нас. Ну, все дети у меня здесь родились, все выросли в храме и служили в алтаре. У меня 4 сына. Храм мне дает внутреннее ощущение спокойствия души и излечения своей души. Храм – это моя жизнь, потому что за почти 7 лет моего нахождения здесь это стало очень большой частью моей жизни. И можно сказать, что без храма уже совсем не то. Мне это дало очень много друзей, в первую очередь. И все равно где-то в душе ты чувствуешь, что ты не один, а ты именно с Богом. Храм Казанской иконы Божией Матери в Нерюнгри – один из важнейших духовных центров Южной Якутии, привлекающий множество людей не только на совместную молитву, но и помогающий организовать духовное образование для детей и взрослых, что, несомненно, несет и духовный смысл, и приносит пользу всему городу, верующим и неверующим. Благодаря трудам прихожан, сотрудников и духовенства главного храма благочиния скоро над Южной Якутией разнесется колокольный звон еще нескольких строящихся храмов.